Самый крутой проект губернатора Якутии Николаева, конечно, после Ленского моста, это Олон-Холленд. Посмотрите на это грандиозное здание. В него вложено 37 миллиардов рублей. И скажем вам по секрету, это не окончательная его стоимость. Во сколько на самом деле он обошелся якутянам, мы узнаем после того, как обретем независимость. А пока смотрим и прикидываем хрен к носу. По задумке это будет не просто музей или концертный зал. Это должен быть культурный центр нового поколения. С театрами, детскими студиями, медиацентром, выставками и скульптурным парком. Все в духе и стиле эпоса Аланхо. Площадь 30 тысяч квадратных метров. Вместимость до 6 тысяч человек. Гигант, который растет в центре города. И да, это красиво, громко и пафосно. А стоило ли оно того? Если бы эти 37 миллиардов потратили иначе, и вообще есть ли на что потратить десятки миллиардов рублей, кроме Алан Холленда? Да, да и еще раз да. Например, нам срочно нужно заменить автобусный парк Якутска, потому что старые пазики давно износились, да и просто морально устарели, а новых не хватает. Люди в социальных сетях делятся своими впечатлениями о том, как добираются от точки до точки. Это для них настоящий квест, особенно в часы пик. Переполненные маршрутки, в которых не работает отопление, а водители отказываются включать печку, потому что экономят соляру. Поэтому пассажиры вынуждены трястись в салонах, где температура чуть выше уличной. Мамы с колясками не могут подняться по ступенькам. Некоторые автобусы ломаются прямо на ходу. Непонятно, за что мы должны платить 52 рубля. Чтобы мерзнуть, опаздывать и рисковать здоровьем. А представляете себе, какой культурный шок испытывают иностранцы от наших автобусов? Они же реально как из фильмов ужасов. И даже те 100 новых автобусов, закупленных для Якутска, это не безвозмездная помощь. Автобусы отданы в лизинг, то есть автобусники обязаны несколько лет выплачивать государству за каждый из них. По сути, платят из своих карманов жители Якутска. И платят за то, что уже однажды было куплено на их же налоги. Нам нужны современные, теплые, низкопольные автобусы, удобные для детей, беременных, мам с колясками, пожилых и людей с инвалидностью. И вообще в каждом городе республики необходимо создание муниципальных транспортных предприятий, ответственных за перевозку людей. Чтобы они следили за состоянием автобусов, остановок и за расписанием маршрутов. В других регионах уже давно по-другому. В Тюмени, например, по дорогам ездят новые ЛиАЗы с подогреваемыми поручнями. В Казани электробусы с климат-контролем, USB-зарядками и GPS-трекингом в приложении. В Ханты-Мансийске введены автобусы, адаптированные для северных морозов, с двойным остеклением и автоматической системой подогрева. В Иркутске парк общественного транспорта обновляется регулярно. За последние годы закуплены десятки новых автобусов и троллейбусов. Закупки идут через федеральные программы с участием городского и областного бюджетов. Да, тарифы тоже растут, но при этом растет и качество. Появляются большие машины с теплыми салонами зимой и кондиционерами летом, с пандусами и откидными платформами. А цена за проезд ниже, чем в Якутске. Стоимость одного нового автобуса около 3 миллионов рублей. Полная замена автопарка в Якутске обойдется в 1 миллиард рублей. И это даже не десятая часть стоимости Алан Холленда. Так что нам нужно в первую очередь огромный дворец культуры или город с нормальными автобусами и продуманной логистической инфраструктурой. Даже первоклассник знает ответ на этот вопрос. Но если человек мерзнет по дороге на работу, если он не может сесть в автобус или доехать вовремя, если он таким образом чувствует себя униженным каждый день, как он может гордиться городом, в котором живет? Цивилизация– это же не концерты. Цивилизация– это когда инфраструктура развита как надо и доступна для разных слоев общества. У нас же получается иначе. Наши миллиарды тратятся на то, чтобы Айсен смог разрезать очередную ленточку на открытие очередного бесполезного здания. Воистину, пацан тратит, лох платит.